Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши просмотры, за вашу помощь моему каналу. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема будет такой: какая вы для него, что он вас особо подчеркивает, любит и что ему в вас не нравится. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на своего любимого и задайте ему вопрос: какая я для тебя? Что ты во мне любишь, да? А что тебе во мне не нравится? И давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какой галантный мужчина, девочки, не поверите. Говорит, вот люблю целиком и полностью. Так. Ну, давайте разбираться. Здесь вы точно загадали на мужчину, который влюблен. Причем здесь какая-то острая фаза влюбленности, нежности и желания выстраивать с вами отношения. Либо усиливать, да, ваши отношения. Так, ну, прям расписал, так расписал. Здесь вы для него, вот поначалу, да, в самом начале отношений, как только вы встретились, как только он у вас увидел, у него сразу на вас сердце ёкнуло. Вот что-то родное, что-то мое, что-то нежное. Прям, знаете, такое сладенькое, как в детстве. Вот, может, даже какие-то детские воспоминания навеяли. Либо таким счастливым он чувствовал себя только лишь когда был маленьким ребенком. Сразу произвели неизгладимое впечатление. Девчонки, он так много думал о вас, так часто прокручивал вашу первую встречу, ваш разговор, знаете, вот вспоминал все особенности вашего голоса, ваших глаз, да, лица, улыбки, прям наслаждался этим. Смотрите, девчонки, он говорит, что у вас есть какая-то особенность, вы слишком манкая. Вот чем дольше смотришь на вас, тем больше затягивает. Вот, от вас невозможно отвести взгляда и насытиться вашей красотой невозможно. Вы всегда разная, вы всегда по-разному себя проявляете. Иногда вы похожи на маленькую девочку, иногда вы стервочка, иногда вы очень страстная, а иногда задумчивая. Но в каждой этой ипостаси он вас любит. Вот прям, знаете, трогаете все самые потаенные струны его души. Он с вами очень счастлив, девочки. Очень счастлив. И очень счастлив тому, что вы в его жизни появились. Если бы вас не было, вот он тут четко показывает, говорит, я бы пропал. Да? Тут говорит, я бы спился, я бы, ну, скажем так, ничем бы по жизни не занимался, я бы каких-то ошибок наделал. Вот. А вы его держите, вы его к лучшему тянете. Знаете, как из темноты в свет вытягиваете. Вот о чем он говорит. Он видит вас своей судьбой. Вот при первой встрече он все понял. Понял, что именно с вами он хочет быть, с вами он хочет жить, с вами он хочет состариться. Да, и вот прям по жизни именно с вами идти. Да, влюбили вы в себя мужчину. Знаете, вот кто-то в его окружении против вас. Есть человек, которому вы не нравитесь. Это может быть кто-то из его родственников, это может быть, ну, допустим, какой-нибудь друг, приятель, либо приятельница, женщина. Да? Вот кому-то вы очень-очень не нравитесь. И вы знаете, он этому человеку пригрозил и так и сказал, что не лезь, не трогай, и я не желаю слышать дурного. Если там хоть одно слово, либо какой-то дурной намек, я вычеркну тебя из своей жизни. Я вычеркну, я откажусь от тебя. Потому что женщину эту я люблю.
И с этой женщиной я буду. Да, защитил, да, он вас защитил, мои хорошие. Так, сейчас самое основное, что он вас подчеркивает, потому что кому-то рассказывает об этом. Он говорит о том, что вы совмещаете в себе какие-то невозможные вещи. С одной стороны, вы очень женственная, очень красивая и очень нежная. А с другой стороны, вы очень сильная, пробивная и характерная. Он всегда восхищается вашему характеру. Вот насколько вы сильная по характеру, насколько сильный стержень у вас внутри. Он чувствует, что он гораздо слабее, чем вы, что ему нужно учиться у вас, да, либо тренироваться, чтобы приблизиться к вам. Вам он готов простить что угодно. Вот говорит, я прощу что угодно. Даже если застану ее в постели с другим, да, конечно, повозмущаюсь, да, конечно, там могу морду набить этому конкуренту, сопернику, но я все равно ее прощу. Не готов он вас ни отпустить, ни забыть, ни проститься с вами. Для него это будет подобно концу света. Да? Человек просто ляжет и, извините, отправится в мир иной. Вот он так говорит, он так это чувствует, так он это видит. И я склонна ему верить. Видя эту отсыпку, видя все его эти мысли, волны, эмоции, которые он к вам испытывает. Ну да, влюблен, любит и любит по-настоящему. Кстати, здесь мужчина говорит, что вы перевернули его мир. Он до встречи с вами, не верил в любовь, да, не воспринимал понятие любовь как что-то серьезное, как то, к чему стремится каждый человек. Ему казалось, что это какая-то бредня, что это какие-то поэты придумали, музыканты, да, чтобы там трогательные песни петь. А встретив вас, он понял, что да, такое чувство существует, и такое чувство, оно человека делает безгранично счастливым. Вот, девочки, безгранично счастливым. Смотрите, здесь есть вещь, которая его очень смущает. Он не до конца уверен, насколько вы его любите, либо любите ли вы его вообще. Но хотя, с другой стороны, говорит, он мне все равно. Любит, не любит, главное, чтобы она не отгоняла меня от себя, чтобы я мог быть с ней и доказывать, проявлять свою любовь. Вот это тот редкий случай, когда человек жертвенно любит, когда человек говорит, ценой моего счастья, ценой моей жизни. Главное, чтобы женщина была счастливая. Да? Вот я готов принести любую жертву на алтарь ее счастья. Это его взгляд, это его ощущение, и это его кредо в сегодняшнем дне. Вот именно так он показал. Мне очень нравится, что он тут затеял, замыслил какие-то серьезные, как бы это правильно сказать, да, у кого-то мужчина дорогу замыслил очень серьезную, но дорогу вдвоем вместе с вами. А у кого-то мужчина замыслил какую-то серьезную, не знаю, покупку, возможно, да, купить дом, построить дом, там, приобрести землю. Вот чтобы вы для вас, чтобы для двоих, да, улучшить жизнь, качество жизни, либо иметь возможность проживать в каких-то хороших условиях. То есть он намерен тратиться, он намерен вкладывать не только в вас, да, но и в вашу совместную жизнь. Очень интересная отсыпка, да, в плане того, что негатива он совершенно не показал. В принципе, если сказать дословно, то его все устраивает, он вас любит, он не желает никаких ни перемен, ни изменений. Главное, чтобы вы были вместе, и главное, чтобы вы позволяли, да, даже не любили, а просто позволяли ему быть рядом с вами. Девчонки, кто думает, что у мужчины есть другая женщина, либо какие-то другие привязанности, симпатии, вы очень сильно ошибаетесь. Очень сильно. Для этого мужчины, кого вы загадали, существуете только вы. Вы и все, и точка. Больше никаких других женщин не существует. Он никем не интересуется, никого не желает не видеть, не вместе быть, да, не время проводить. Это как табу у него идет. Поэтому не надо его ревновать и не надо думать о том, что он вам может изменять. Нет, абсолютно нет.
И еще важный момент. Девочки, которые критикуют себя и свою фигуру. Мужчине это не нравится. Может быть, вы при нем что-то говорили, что хочу себе что-то поменять, там, грудь у меня маленькая, либо наоборот, там, попа у меня большая, бедра большие. Ему у вас все нравится, абсолютно все. Вот по его вкусу, по его настроению он боготворит, понимаете, каждую клеточку, каждый кусочек, сантиметрик вашей там, внешности, кожи, тела, он молится просто, да, молится на вас. Вы богиня, прекрасная, без изъянов. Шикарная отсыпка. Так, давайте я вам еще на оракуле посмотрю. Оно не может быть такое, что прям все идеально, да? Аж как-то скучно немножко. Давайте расспросим мужчину. Может быть, все-таки есть какие-то негативные аспекты, либо, может быть, какие-то предпочтения, да? Скорее предпочтения. Вот чтобы, что нужно, либо важно для него, чтобы все у вас сложилось. Девочки, что можно еще сказать? Вот, видите, вы его мечта, вы его голубка. С вами он бесконечно счастлив. Ничего менять не надо, никаких негативных моментов. Он вас не видит. У мужчины прекрасные планы и намерения на вас. Говорит, женщина мечта. То, о чем я мечтал, то, чего я хотел. Да, самые смелые мечты. Либо, в принципе, да, может, и не мечтал о таком счастье, а вот оно выпало. У вас все вот на месте, все как надо. И по внешности, и по уму, и по характеру. Девчонки, идеальные отношения, боже мой, тьфу-тьфу-тьфу. Главное, чтобы он остался верен своему слову, и чтобы эта любовь действительно была обоюдной, взаимной и очень-очень счастливой. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.